Семья – это очаг, который согревает и зажигает в сердцах огонь любви. Жизнь семьи неотделима от жизни общества и наоборот. Сегодня мы познакомим вас с историей семьи Садиковых. В 90-е годы они приехали в Казахстан. Кроме желания жить, работать, растить детей, Садиковы хотели сохранить традиции и обычаи предков. На древней земле казахов они нашли вторую родину. Сегодня наши герои с гордостью говорят: «Мы курды, казахстанцы». Ханум Садикова работает в салоне красоты. Каждый день к ней по записи приходят клиенты. Для гостей салона у мастера найдется доброе слово, комплимент и ценный совет. Ханум не случайно выбрала эту профессию. Говорит, что с детства тянулась к прекрасному. Больше всего девушка ценит возможности, которые открылись ей в развивающейся индустрии красоты. Казахстан дал мне многое. Дал мне самореализацию. Я живу в этой стране, у меня есть стабильная работа, стабильная зарплата. Мы здесь живем как бы очень дружно в Казахстане. Даже если я же сказала, я казашка, да? Если я по национальности курдянка, но я и придерживаюсь того, что я очень благодарна казахскому народу. Он дает возможность как бы продвигаться вперед. В свободное от работы время Ханум возглавляет крыло Ассоциации курдов «Барбанк». В день съемок она готовилась к демонстрации этнического костюма на мероприятии. Так нам удалось познакомиться с некоторыми особенностями национальной одежды курдов. Во всем мире проживают, по ориентировочным данным, более 18 миллионов курдов. В разных странах варианты национального курдского костюма имеют отличия, но есть детали, которые их объединяют. Традиционная одежда мужчин имеет несколько вариантов. Общие элементы – широкие шерстяные шаровары, рубаха с длинными рукавами, пояс, шерстяной жилет, головной убор – калаф, сверху обмотанный большим платком. Костюм курдов дополнял кинжал за поясом. Женская одежда – матерчатые шаровары, длинная рубаха, длинные платья с жилетом, украшенные орнаментом. У нас есть такой платок, он называется хастранг. Это 7 цветов радуги в переводе. И в костюме как бы элементы красный, желтый, зеленый, все цвета радуги. Красный – это получается жизнь, получается белый – это человек, а зеленый – бесценно. В переводе «жизнь человека бесценна». И это знает каждый курд. Таким образом, традиционная курдская одежда символизирует человеколюбие. Красный, белый и зеленый цвета часто дополняют элемент золота или солнца. В курдском орнаменте это сочетание обозначает свободу и благополучие. Чтобы познакомиться поближе с культурой курдского этноса, мы отправимся из столицы в ее пригород, небольшой поселок под названием Кабанбай-Батыр. Здесь, на берегах реки Нура, люди ведут сельский образ жизни, занимаются хозяйством вдали от городской суеты. В поселке живет несколько семей курдов. Самые известные в округе – Латиф и Малика Садиковы, родители Ханум. Латиф и Малика создали свою семью в начале 90-х годов, жили в Кыргызстане, потом в России. В 1993 году приехали в Казахстан, остались здесь жить навсегда. Аксакалы сразу приметили новоселов. На праздниках в честь Наурыза молодожены зажигали народное гуляние курдскими танцами. Вскоре Малике Султановне предложили организовать танцевальный кружок в местном доме культуры. Начали работать как в клубе. Сперва я сама с мужем танцевали. У нас была группа «Самосветы». У нас по-нашему это курдский «Ранги», а на русском перевод «Самосветы». Мы вот сами участвовали. Потом такие детей. Вот, старшая дочка Хану, вот председатель, она в группе была у меня. Танцевальной группой «Разарин» Малика Султановна занимается уже 20 лет. Для обучения народному танцу это не так уж и много. А все потому, что плясовое искусство у курдов очень сложное. Это десятки танцев, объединенных в одно общее понятие – гаванд. Смысл танца у нас, знаете, у курдов это гуванд, говорят. У нас 120 видов гуванда. Вот это, который сегодня вы видели, там 5 видов гувандов совместно она идет, как попури. У нас идет хойнаре,
попуре, далюлю. Еще у нас есть танец, шуточный танец. Кос-кос. Это на свадьбах обычно танцуют. Когда свадьбы, когда сам мероприятие собирается, вот пару человек собрались и поют, и танцуют. Гаванд исполняется как мужчинами, так и женщинами. Все танцоры, независимо от пола, делают движения одинаковой сложности. Особенностью курдского гованда является сплоченность танцоров. Все движения должны исполняться одновременно и синхронно. Лучшим исполнением гованда считается такое, при котором танцоры не выделяются, поскольку оценивается целостность всего танца. В зависимости от региона исполнение гованда отличается по скорости и энергетике. Наряду со спокойными есть и очень живые танцы, отличающиеся своей сложностью. Для их исполнения необходимы силы и крепкое здоровье. В семье Садиковых к танцам приучают с детства. Когда мы с ними начали работать, им по 8 лет было, по 6 лет. Мы вот уже 7 лет с ними вот занимаюсь. Это у меня, получается, 4-я группа. Такая самая вот сейчас идет по республиканской, по городу Астана, это группа «Розарин». Мне это как группа «Розарин», для меня это, как говорится, мое детище, мою жизнь в них я вложила. Малика Султановна организовала не только танцы. С ее помощью курдская молодежь может познакомиться с литературой на родном языке. В небольшой библиотеке Малеки Садиковой есть учебники, книги по истории Казахстана, изданные на курдском языке. Интересно, что среди читателей в основном молодые мужчины, будущие отцы семейств. Дети, когда спросили у него, чтобы он знал свою культуру, свою историю, для этого нужно изучать наследие предков, а помогают нам вот эти книжки. Не только из книг черпают знания курды о своих традициях. Демонстрация обычаев – это часть культурного воспитания. Немало их проходит в преддверии таких семейных торжеств, как свадьба. Одним из обрядов, через который должна пройти новобрачная, является так называемая «Ночь хны». Ночь хны проходит за 1 или 2 дня до свадьбы. Во время обряда обычно присутствует только женщина. В ночь хны невеста надевает особенное платье. Предпочтение дается наряду, украшенному золотым шитьем. Обряд начинается вечером и длится до глубокой ночи. Самым важным моментом считается время зажигания хны. Девушку просят раскрыть ладони, но она раскрывает их только после того, как гости со стороны жениха подарят ей золотой браслет. После подарка 2 родственницы невесты красят ей ладони хной, желая ей счастливого замужества. Обычно эту ночь невеста проводит вместе со своими незамужними подружками. Свадьбы и праздники проходят, а жизнь на месте не стоит. Это правило Ханум внушила в поселке всем, кто участвует в ее молодежном крыле. В выходные дни часто можно увидеть, как молодые юноши и девушки ходят по дворам, где живут пожилые соседи. Ребята помогают старикам. Кому-то надо огород полить, кому-то просто воды в дом принести. Такая помощь в размеренном быту деревни почти незаметна посторонним. Зато для местных бабушек работа Ханум и ее команды – необходимая поддержка. Очень такие почтительные, уважительные. Если пришел к ним домой чашкой чая угостят, это в порядке, в обязательном. Хочешь ты, тебе обязательно дадут. Молодежь Ассоциации курдов Ханум вдохновляет своим примером. Сама заходит к старикам, сама справляется о потребностях пожилых односельчан. С нее берут пример ребятам помладше. Наши родители с детства научили нас тому, чтобы уважать, почитать старших. И вот то, что опыт, вот то, что они нам дали, мы это перенесли в работу нашего молодежного крыла. Курды Казахстана – это часть большой семьи, которую объединяет Ассамблея народа республики. В обычаях и традициях курдов живет древняя мудрость предков. Жизнь людей бесценна. Этот завет наши герои выполняют каждый день, плечом к плечу преодолевая трудности, помогая старшим, поддерживая близких и друзей, оберегая мир и согласие в родном очаге.